Заседание началось с новости, что руководитель аппарата Народного собрания Магомед Индиев переходит на другую работу. Заявление об уходе поддержали всеобщим голосованием. Перед собравшимися выступил и сам Магомед Индиев. Я с удовольствием с вами работал, с удовольствием со всеми с вами дружу и буду это делать в дальнейшем. Барку за совместную работу. Я решил, мы всегда вместе. Спикер парламента предложил на вакантную должность кандидатуру Батыра Бекова, который работает в орготделе парламента. Большинством голосов на должность руководителя аппарата Народного собрания его кандидатуру поддержали, а далее перешли к обсуждению повестки заседания, на которую вынесли больше 40 вопросов. Исполняющий обязанности министра финансов республики выступил перед депутатами с инициативой о внесении изменений в закон Ингушетии о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 год. Основной целью данного законопроекта является уточнение доходов, в том числе собственные доходы, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты, которые выделяются из федерального бюджета. Ну и кроме того, также предусматривали расходы на содержание вновь вводимых объектов. Это школы, сады и так далее. Депутат Народного собрания Батыр Хамхоев внес предложение по ранее разработанному проекту. Речь идет об изменениях, предлагаемых внести в 184-й федеральный закон. Это даст право Народному собранию заслушать информацию о деятельности органов федеральной территориальной власти республики. Сегодня мы прописываем вот это полномочие в соответствии с федеральным законодательством, переводим наше региональное законодательство. И после принятия данного законопроекта у Народного собрания Республики Ингушетия будет возможность заслушивать информацию о деятельности территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, которые действуют у нас в Республике Ингушетия. С докладом об итогах 2016-2017 учебного года и перспективах развития региональной системы образования выступил министр образования и науки. Доклад Юсуп Кастоев начал с цифр, отметив, что система образования региона охватывает около 93 тысяч детей и молодежи, включая около 17 тысяч дошкольников, 70 тысяч школьников и 7 тысяч студентов СУЗов. В гособразовательных организациях трудится порядка 7500 педагогов. Особое внимание в регионе уделяется дошкольному образованию. Целевой ориентир майских указов президента Российской Федерации – это 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В рамках исполнения майских указов президента с 2012 года по 1 сентября 2017 года Республика для доступности дошкольного образования создано 16 662 места, в том числе в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования. С 2013 года по 2015 год создано 13 029 мест, что позволило обеспечить дошкольным образованием 59% детей от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время более 13 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачено различными формами дошкольного образования. Вместе с тем, ожидает место в дошкольной образовательной организации еще 8305 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В большинстве школ созданы все условия для полноценного обучения согласно требованиям ФГОС. Проведен республиканский конкурс проектов по математике среди учащихся 5-11 классов. Авторы 27 из 43 представленных проектов награждены дипломами. С целью выявления и развития у учащихся наших школ творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в республике ежегодно проводятся предметные олимпиады и конкурсы, в которых в 2017 году приняли участие 1300 учащихся, 208 из которых стали победителями и призерами. В текущем году 2 учащихся школы республики стали призерами олимпиады школьников, а одна из наших учениц стала победителем Всероссийской олимпиады по французскому языку. Несмотря на содержательный доклад к министру, у депутатов все же накопилось немало вопросов, на которые Юсуп Кастоев отвечал в течение почти 2 часов. Спикер парламента, в свою очередь, поблагодарил министра за подробную информацию. Он также подчеркнул, что образование в регионе – приоритетная отрасль, которая требует повышенного интереса. Все вопросы, которые у нас были, мы вам их переправили. Свои предложения мы с отделом правового обеспечения прорабатывали, со всеми депутатами прорабатывали вопросы. Мы направим правительство Республики Ингушетия на имя председателя правительства Гагиева Руслана Магомедовича. И вам тоже направим вопросы
Значит, мы как работали по газу, мы будем работать по каждой сфере, пока мы не снимем все вопросы. То есть мы на каждом заседании, если возникает вот такая необходимость, будем эти вопросы поднимать, решать и отслеживать. Ну, основные задачи, стоящие перед региональным Минобром на 2017-2018 учебные годы, это реализация приоритетного проекта создания современной образовательной среды для школьников. Это в основном касается создания новых мест в школах и недопущения перехода на трехсменный режим обучения. Что касается дошкольников, то до конца года в регионе планируют создать 3 новых детских сада на 630 мест, а в 2018 году предусмотрено открытие 4 дошкольных учреждений на 880 мест. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.